Всем привет! Если вы когда-либо интересовались удивительными сооружениями, смотрели на YouTube про египетские пирамиды, мегалитические комплексы вроде английского Стоунхенджа и армянского Караунджа, то наверняка хотя бы краем уха слышали про Баальбек. По сравнению с ним все остальные чудеса выглядят милыми постройками для детских площадок. То, что находят в Баальбеке, вообще трудно укладывается в какую бы то ни было научную концепцию. По причине запредельного гигантизма каменных блоков, взятых для строительства сооружения в так называемом римском стиле. Раскопки 2014 года, о результатах которых мало кому известно, выявили еще больше странностей, ставящих официальную науку в крайне неудобное положение. Оказалось, что строительство из блоков весом до 1000 и более тонн не было проблемой для жителей этого древнего города, в то время как для нашего поколения это работа запредельной сложности. В каменоломне рядом с городом, кроме уже известного южного камня весом в 1050 тонн, обнаружен еще один блок, и он больше южного более чем в 1,5 раза. Но обо всем по порядку. В качестве разминки давайте рассмотрим вот эту античную беседку, у которой только одни колонны высотой 19 метров. Это храм Вакха, или Юпитера. Здание стоит на террасе. В ее кладке находятся 3 знаменитые известняковые плиты, а ниже – трилитон Баальбека, совершенно невероятных размеров, и весом порядка 800 тонн. Длиной каждый такой кирпичик в среднем 21,3 метра, высотой 4,8 метра и шириной 4 метра. Громадные блоки расположились на высоте 7 метров от уровня земли. Для сравнения, в кладке пресловутой пирамиды Хеопса самый крупный блок весит около 90 тонн. В общем, это несерьезно. Не-не, так не пойдет. А хотите серьезно? Почти в километре от этого храма располагается месторождение известняка, где лежит еще одна мировая знаменитость. Южный камень, или на древнеарабском Гияр-эль-Кибли. Этот малыш так и не был вынут из каменоломни, но, судя по всему, подготовлен для завершения платформы храма. Его вес какие-то 1050 тонн. Этот блок известен еще с древности и является одним из самых больших обработанных человеком камней в мире. Длина блока достигает 20 с небольшим метров, а ширина и высота камня по 4 метра. Как видите, изначально южный камень был как бы врыт в землю одним концом, и всем он запомнился именно таким. Но в 2014 году были проведены раскопки этого места, и миру был явлен еще один большой мегалит, лежащий под южным камнем. Его вес равен примерно 1650-1670 тонн. Сколько? Также были найдены 15 небольших пещер с захоронениями, датируемыми византийским периодом. Высота и ширина близнеца южного камня оказалась порядка 6 метров, длина 19,5 метров. На месте работала группа исследователей из лаборатории альтернативной истории с участием известного ученого Андрея Юрьевича Склярова. До раскопок это место выглядело так, а так оно выглядело уже после раскопок, в 2016 году. Исследователи обнаружили под южным камнем идеально ровную тончайшую щель, или надрез. Такой же надрез был найден в ступени в том же Баальбеке. Что это, обычная природная трещиноватость, как говорят геологи? Или лазерный резец пришельцев? Или банальная бетонная технология? Хотя вряд ли банальная, если до сих пор все ломают голову, как это все таким чудным образом сложилось. Может быть, сначала была отлита и затвердела одна часть ступени, на которой стоит мужчина, а потом к ней подлили новый бетон, и на месте стыка осталась щель нулевой толщины. Или заливали все сразу, но для чего-то в этом месте воткнули тонкую пластину. А когда бетон застыл лишь частично, пластину вынули, и застывая бетон слегка расплылся, оставив тонкую щель. Однако в случае с южным камнем версия с бетоном тоже не все объясняет. Если у вас есть свое объяснение, приглашаем к обсуждению в комментариях под этим роликом. В той же каменоломне лежит еще один недоделанный мегалит. Он менее известен и не настолько большой. Это так называемый северный камень, который уже кто-то начал распиливать на большие ровные кирпичи. Вот что говорит альтернативщик из лаборатории альтернативной истории Андрей Кузнецов. Замеры показали, что высота над уровнем моря каменоломни по крайней мере на 20 метров ниже, чем у уложенных, то есть в кладку храма Юпитера, трилитонов. Это значит, что в ходе транспортировки блоки поднимали как минимум на высоту 5-6-этажного дома. Кроме того, трилитоны вырезали не из породы, находящейся на максимальной высоте, а наоборот, из глубины каменоломни. Итак, если округлить полученные данные, на территории каменоломни в Баальбеке мы имеем 3, нет 2 огромных блока весом 1050 и более 1600 тонн, а также идеально ровные надрезы неизвестной природы. И что же теперь с этим делать? И как с этим жить? Совершенно очевидно, что без высокотехнологичного оборудования, превосходящего современное, такое соорудить невозможно. Поэтому официальная наука предпочитает не замечать того, что находится в Баальбеке.
Хотя иногда кто-то от науки пытается объяснить метод перемещения таких огромных блоков. Чаще всего эти умники постоянно умалчивают те или иные подробности, которые заведомо делают подобные версии несостоятельными. Один из таких исследователей, например, заявил, что мегалиты якобы спускались вниз. Однако как это возможно, если каменоломня находится ниже места строительства? Камни нужно поднимать вверх по склону, а это как раз усложняет передвижение таких блоков. Другие ученые зарисовали схему того, как громадные камни тащили на своеобразных деревянных роликах. Однако, во-первых, на самом деле южный камень лежит не горизонтально, а под приличным наклоном, примерно в 30 градусов. А во-вторых, речь идет о дороге, по которой предполагается такое перемещение. Но дороги рядом не только нет, а нет даже никаких остатков бывшей дороги, хотя бы разрушенной. Плюс к этому обратим внимание, что такие блоки во время перемещения смазывать жиром нельзя, потому что камни должны сидеть друг на друге плотно друг к другу, уже непосредственно в кладке сооружения. Ведь между такими кирпичами даже иголку нельзя просунуть. Официальная наука приводит в пример случай с обелиском Муссолини, который таким вот образом, то есть с помощью бревенчатых катков, доставили в Рим. Однако вес этого камня всего 300 тонн, а не 1000 или хотя бы 800. И там применялась дорога. В каменоломне Баальбека же никакой дороги нет. Наверное, на воздушных шариках доставляли до места. Но и это еще не все. Любопытная подробность. Вот этот подозрительный надрез под южным камнем. И все-таки как же можно было его сделать? На самом деле это далеко не единственный случай, когда огромный камень аккуратненько под линеечку срезается или надрезается без применения современных технологий. Видимо, в большинстве случаев применяется один и тот же метод обработки камня. Ну или природа постаралась сделать трещину как по линеечке, как пишут официальные ученые. Вот, например, камушек распиленный на две части, но пила или то, что выполняло функцию пилы, не дошло до низа, и позже эти две части были разделены, а нижний край, без спила, криво сломался. Или вот интересный ступенчатый двухметровый распил камня в Хакасии, на озере Иткуль. Там же есть и такой крестообразный распил. А это вообще феерично. Распиленный, как будто разрезанный мечом валун в Саудовской Аравии. Или ученые опять скажут, что ветерок надул. Хотя нет, это же эрозия. Да и вообще камень сам себя так разрезал. Ну а пока наука пытается с умным видом придумать очередную несостоятельную теорию относительно всего этого, альтернативщики продолжают свои независимые исследования. Кто-то из них настаивает, что распилы были сделаны подобными инструментами. И удивительным образом на такие механизмы похожи некоторые древние статуэтки и изображения. Это музейные экспонаты, древние кадильницы из Коста-Рика или Никарагуа. Если эти звери резали чем-то на голове, то найденный при раскопках захоронения в местечке Эль-Каньо в Панаме держал резец на хвосте. А вот современный горнопроходческий комбайн. Кроме зверей, есть и человекоподобные камнерезы. Рабочие в подобии гермошлема с подобием дисковых пил в правых руках, которых изобразили древние индейцы майя на одном из сосудов. И самое время вернуться в Баальбек. На этих фотографиях видно, как сильно камень изрезан каким-то инструментом, оставляющим глубокие параллельные борозды. Такие же следы оставляют современные буровые машины. И такие же следы явно машинной обработки древних мегалитов разбросаны по всему миру. Но, видимо, это все выдумки. И сделать подобное очень просто с помощью мускульной силы и медных инструментов. Так ведь? Давайте обсудим это в комментариях под видео. Мы даже придумали там голосование. Посмотрите результаты, будет интересно. Ну а на сегодня все. До встречи на нашем канале. Пока.